студия главного республиканского телеканала БСТ работает на Международном форуме урбанистики. У нас в гостях спортивный журналист и эксперт Василий Уткин. Василий, здравствуйте. Здравствуйте, Екатерина. Вы выступаете на сессии, которая называется «Глобальные бренды для развития региона» и «Какой стадион нужен городу». Вот какие основные тезисы вы представите? Ну, разумеется, я не могу знать, какой стадион нужен городу Уфе, потому что я в Уфе впервые. А мне представляется, что самая главная особенность стадиона, чтобы он был в полной мере правильно эксплуатировался, это то, чтобы он отвечал именно городским потребностям. И я думаю, что, пожалуй, сейчас можно скорее сказать, каким его не стоило бы делать. Потому что наша страна сейчас принимала мировой чемпионат. У нас в стране возникло сразу несколько больших, достаточно комфортных, но часто совершенно не привязанных к потребностям города стадионов. Вот, отчасти это понятно, отчасти я считаю, что это необъяснимо. Вот, и сейчас возникают проблемы с их эксплуатацией. Мне кажется, что гораздо разумнее, когда стадион возникает в городе именно потому, что он здесь нужен, потому что его намерены здесь долго эксплуатировать, а не потому, что он в каком-то смысле, не поймите плохого, упал с неба. В принципе, конечно, ничего хорошего, потому что такая большая махина реально падала с неба, нет, но вы понимаете, что я имею в виду. Вот, поэтому, наверное, в качестве примера правильнее приводить стадион в Краснодаре, вот, который действительно стал центром городской жизни, и не только потому, что он стадион, еще и потому, что там великолепный парк, удивительный совершенно парк, я таких в России просто не видал. Можно привести в качестве примера, какой еще стадион? Все-таки, как ни странно, стадион Петровский, который тоже становится центром большого района и знаковой такой историей. Вот, хотя полагаю, что он, конечно, дико дорогой в эксплуатации, но уж какой построили, такой и есть. Если говорить о спортивной инфраструктуре в целом мегаполиса... Стадион Крестовский, извините. Петровский – это старый стадион Петербурга, я оговорился. Хорошо. Василий, если говорить в целом о спортивной инфраструктуре в мегаполисах, то, на ваш взгляд, в каком направлении должны они развиваться? А мы называем Уфу мегаполисом. Мегаполис, конечно, мы один из крупнейших, один из 13 в стране. Понятно. Просто я знал, что какая-то градация. Это уже мегаполис, а это еще нет. Я привык к градации типа города-миллионники, например, что еще в этом роде. Город-миллионник у нас, да. Вот, да. Мне казалось, что мегаполис все-таки это какие-то прям совсем. Но это не важно, это вопрос терминологии. Даже не знаю, что вам сказать, потому что, опять-таки, это уже вопрос вписанности в конкретный ландшафт и другие дела. Я просто думаю, что такой стандартный стадион в нашей стране – это стадион, отвечающий исключительно спортивным задачам. Если мы посмотрим на то, чем является стадион в большом европейском городе, особенно если мы говорим о Западной Европе, то это очень большой, серьезный центр притяжения, потому что он возникает, его часто не очень хорошо видно, потому что он стоит не на свободном пространстве, его окружают магазины, рядом часто бывает отель и так далее. Но это очевидно, потому что так или иначе на стадионе бывает большое количество людей. Вот, и самая большая нужда, допустим, торгового центра какая, что в него приехали, а сюда уже приезжают люди. И мало того, они уже собрались здесь провести время, и поэтому, соответственно, они могут здесь задержаться. Поэтому, действительно, по определению, стадион может быть центром городского такого притяжения. А самое главное, что если мы говорим о футбольной арене, то сколько может местная команда, неважно, как я говорю местная, то что это касается вообще любого места. У нас в чемпионате 16 команд. Значит, любая команда проводит дома 15 встреч. Вот. Ну, и еще там бывают кубковые игры, если повезет, европейские кубки. Ну, не больше 25 дней в году на стадионе можно действительно играть в футбол. Ну, допустим, 30 какие-то, возможно, матчи меньшего значения для праздников поместить сюда. Но это же очень мало. А стадион может эксплуатироваться как концертная площадка, это все понимают. Для Уфы это особенно актуально. Все-таки Уфа подарила России, ну, как подарила, воспитала, можно сказать, да, сразу двух выдающихся музыкантов, уже признанных и уже, может быть, даже избыточно заслуженных, я имею в виду и Шевчука, и, естественно, Земфиру Рамазанову. Вот. Но это не только концертная площадка, но и точно так же могут быть использованы в качестве мест проведения самых разнообразных форумов, обучающих, там, каких угодно, разнообразные фойе. Вот. Поэтому я еще раз говорю, я, конечно, не знаком с конкретными потребностями Уфы, но задачи, которые перед собой может ставить стадион, они именно таковы. Василий, следите ли вы за футбольным клубом Уфа и, на ваш взгляд, как выглядит клуб среди российских команд?
Я, конечно же, не особенно слежу за футбольным клубом Уфа, потому что сейчас я не возглавляю большую спортивную редакцию, я кустарь-одиночка, у меня нет большого штата редакторов, и поэтому я выбираю точечные темы. Кроме того, вы знаете, я катастрофически завишу от просмотров, меня не слишком много пока смотрят в Уфе, и поэтому я думаю, что жителям Москвы, Казани, Петербурга, Краснодара, которые стоят основной частью моей аудитории, про Уфу не слишком интересно. Но если она изменится? Поэтому, когда у меня есть возможность выбирать, я умеренно слежу за Уфу. Как получается вот так. Вот. В целом мне импонирует в Уфе то, что команда старается жить посредством, то, что она старается жить за счет менеджмента. Я думаю, что это не может в полной мере получаться, но тем не менее это правильный тренд. И последний вопрос. Спорт и коронавирус. Какие тренды останутся с нами надолго? Ой, вы знаете, я думаю, что надо просто быть открытым для того, чтобы воспринимать новое. Я думаю, что не имеет смысла догадываться, каким именно образом эпидемия скажется на нашей жизни. Но очевидно совершенно, что мы видим, что она может затронуть совершенно любую ее отрасль. А о самой эпидемии мы знаем очень мало. Дело в том, что она заставила нас очень серьезно испугаться. Сейчас мы будем узнавать о ней все больше и больше, и, наверное, некоторые опасности отпадут насовсем. Но зато за это время мы смогли как бы с другой стороны, вне своих обычных привычек, вне своего обычного автоматизма посмотреть на свою жизнь. Из этого может быть очень много очень полезного. Например, многие разводятся с женами сейчас. Оказалось, что они не готовы с ним проводить так много времени. А кто-то, наоборот, понял, что не может жить без другого человека. Вот такой простой, понятный пример, правда же? Это касается, наверное, самых разных отраслей. Надеюсь, что меньше людей будет работать в офисе, просто уж так заведено. Можно будет работать, наверное, из дома. Хотя я об этом тоже, вы знаете, не злоупотреблял. Есть какое-то очень большое удовольствие в том, что работа и остальная жизнь еще и по жизненному укладу разделены только по времени. Так вот, я поработал, а теперь я пошел на кухню и приготовил себе завтрак. Так могут жить не все. Это, в общем, тоже есть свое плохое. А коронавирус в вашу жизнь как изменил? Мою, к счастью, пока никак. Никак. Единственное, что я почти разорил, но сейчас снова появилась реклама, можно опять зарабатывать. Мой бизнес выстоял, я очень этому рад. Спасибо большое, Василий. И гостем выездной студии Башкирского спутникового телевидения был спортивный журналист и эксперт Василий Уткин.